на проверку выезжаем. Свои зоны у каждого. Магомед Арабханов делится: с новым патрульным автомобилем работать стало не только легче, но и комфортнее. В Сунжинском лесопожарном центре он трудится больше 2 лет. Мне новую технику учил, инспектор полностью пожароопасно. В прошлом году автопарк Сунжинского лесопожарного центра значительно пополнился сразу на 17 новых единиц спецтехники. УАЗ «Патриот», «Хантер», «Лада Нива», «Трактор» и «Урал». Особенно необходимым был и малый лесопожарный комплекс. Он предназначен для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров. Этот комплекс укомплектован всем необходимым арсеналом для оперативной ликвидации очагов пожара. Вот трансы, при помощи которых мы труднодоступных лесах, труднодоступных местах доставляем воду. На них у нас вот такие насосы, гидронасосы. Качать даешь вот таким образом, вот пожар. Вот у нас пушка, с помощью которой мы выбираем сухую листву от очага возгорания. Тоже помогает очень в нашем деле. Новая спецтехника поможет быстро реагировать на возгорания, предотвращать их распространение и минимизировать ущерб для природы и человека. Площадь лесов Сунжинского и Джайрахского районов более 65 800 гектаров. В этом году никаких пожаров не зафиксировано. Все необходимые работы перед пожароопасным сезоном выполнены. До начала пожароопасного периода у нас проводится устройство минполос, строительство дорог. Также в момент начала пожароопасного набираются временные пожарные сторожа для патрулирования лесов, чтобы все это. Также у нас оборудуются места отдыха. В этом году у нас уже 4 места отдыха оборудовано по Асинскому ущелью. Выставляются аншлаги, указатели, там агитационная, там разная, тоже проводится работа. Автомобили для ежедневного патрулирования, малые лесопожарные комплексы, «Урал», укомплектованный краново-манипуляторной установки для перевозки конфискованного леса. Спецтехнику закупили в рамках реализации федерального проекта сохранения лесов, национального проекта «Экология». Раньше без техники приходилось нанимать эту технику, ждать и заказывать работу. А сейчас у нас своя техника, свои опытные водители на технике, которые выполняют работу, непосредственно те работы, которые у нас идут по госзаданию. Национальные проекты России, которые меняют жизнь миллионов россиян в положительную сторону, заслуга президента России Владимира Путина, который инициировал эту важную федеральную программу. Всего же в рамках поддержки государства за последние 3 года автопарк подведомственных учреждений Минприроды Ингушетии, а их в целом 4, в основном это лесопожарные центры, пополнился десятками единиц спецтехники. Это важный шаг в сохранении лесов для будущих поколений. Зелимхан Калоев, Юсуп Ханиев, Новости 24.